Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» с главными событиями дня. В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в программе. Переговоры Назарбаева и Порошенко. Информация о поисках переводчика с украинского на казахский пока не подтверждается, но с прессой президенты Украины и Казахстана говорили по-русски. Труба это проходит через территорию России. Отношения Украины и Казахстана находятся на очень высоком уровне. Итоги парламентских выборов в Кыргызстане. Они названы самыми честными в истории страны, но в парламент попало много местных олигархов. Те кандидаты, которые вложили деньги во все агитацию, конечно, они постараются эти деньги возвратить. С гибельным восторгом соцопросы россиян о войне в Сирии. С одной стороны, очень нравится, с другой боятся терактов и повторения афганской войны. Не надо, не разжигайте страсти и не относитесь к пятой колонне. Съесть за себя из-за того парня больше не получится. Щи и кашу российским солдатам отныне будут выдавать только по электронным отпечаткам пальцев. Сразу же отсюда же зачисляется на довольствие, проводится номер приказа, дата, паёк какой. И все записывается. Президенты Украины Петр Порошенко и Казахстана Нурсултан Назарбаев провели переговоры в Астане. К этой встрече было приковано повышенное внимание. Порошенко впервые в Казахстане в качестве президента. Украина сейчас практически находится в состоянии военного конфликта с Россией, основным экономическим и политическим партнером Казахстана. Из-за санкций и падения цен на энергоносители товарооборот между Украиной и Казахстаном упал более чем на 40%. От этой встречи ждали, по крайней мере, громких заявлений. Сразу после приезда Порошенко встретился с казахстанским премьер-министром Каримом Масимовым. На следующий день тет-а-тет с президентом Назарбаевым, с которым только официальные переговоры длились в 2 раза дольше запланированного. По официальной информации обсуждалось в основном экономическое сотрудничество, но наблюдатели предполагают, что этой темой разговор лидеров не ограничился. Так же, как сообщала казахская новостная служба «Радио Свобода», на этих переговорах якобы повторилась история с поиском переводчика для президентов. На этот раз не нашли переводчика с украинского на казахский. Эту информацию власти не подтвердили, но на встрече с прессой украинские и казахстанские лидеры говорили исключительно по-русски. Как заявил Нурсултан Назарбаев, стороны нашли взаимопонимание по многим вопросам, за исключением тех, что находятся в компетенции России. Поставка на нефтеперерабатывающие заводы Украины сырой нефти проблемна, поскольку труба это проходит через территорию России. Вот на сегодняшний день отношения Украины и Казахстана находятся на очень высоком уровне. Существует доверие, поддержка взаимная между лидерами государств, между правительствами, между народами. А вот как оценивают переговоры и сложные казахстанско-украинско-российские взаимоотношения жители Казахстана. Чтобы мир был на Украине. Что войны не было. Все-таки братский народ, и поэтому очень нежелательно, чтобы там что-то было, какие-то конфликты. Хочется мир, чтобы никто не хочет, чтобы кто-то кого-то убивали. Мира, согласия, спокойствия жителям Украины. Я слышала, что там вообще готовила Америка это все 13 лет. Не знаю, насколько правда. И вообще людей жаль. И почему-то действительно такая тупость со стороны Порошенко. Не думать о собственных людях, не думать. Не знаю, как они так живут. Президенты, не думая о собственном народе. В Кыргызстане подводят итоги выборов. Почти все наблюдатели признали их прозрачными и честными, а европейские СМИ даже выразили свое удивление тем, что на орбите путинской России появилось настоящее демократическое государство. Прошедшие парламент партии сейчас активно делят депутатские мандаты, а эксперты пытаются прогнозировать, какими будут коалиция и оппозиция в новом парламенте и каким будет новое правительство Кыргызстана. Наш корреспондент Адилет Бектурсунов разбирался в политических играх новоиспеченных народных избранников. Адилет, здравствуйте. Кто эти люди, которые прошли в парламент по партийным спискам? Выборы в Кыргызстане прошли без сюрпризов. Как и ожидалось, в лидерах социал-демократы, которую также еще называют негласно партией власти. Следом, как и прогнозировали, прошла партия бывшего премьер-министра Омирбека Бабанова, который до начала выборов объединил силы с оппозиционной Атаджурт. Тройку неожиданно замкнула новоиспеченная партия олигархов Кыргызстан.
Сюрпризом стало скорее количество партий, прошедших в парламент. Теперь в законодательном органе будет заседать 6 фракций вместо нынешних 5. Кстати, прежние в народе прозвали самым ленивым созывом. Вообще по законам диалектики мы развиваемся. Да, спирально, но мы будем развиваться. И я думаю, что 6-й созыв, он будет лучше, чем 5-й. Иначе наше общество остановится. Самое главное, чтобы в этом парламенте была солидная и приличная оппозиция. Президент Алмазбек Атамбаев не перестает называть прошедшие выборы самыми честными за всю историю независимости Кыргызстана. Даже западные скептики в лице наблюдателей от ОБСЕ дали выборам положительную оценку. Причиной принято считать биометрическую технологию, которая впервые была использована во время голосования. Автоматизированный процесс якобы исключал нарушения. Сегодня пройдут честные выборы. Конечно, кто-то может продать голос, кто-то может обмануться, но все голоса избирателей будут честно посчитаны. Кто сколько за кого отдал голосов, та партия столько и получит. Но принято ли считать, что выборы были действительно честными? Партии, которые остались за бортом, сейчас заявляют о фальсификациях. Депутат Джилдыскан Джолдошева, закрепившая за собой репутацию самой скандальной женщины в парламенте, на днях обнародовала копии исправленных протоколов, поставив под сомнение итоги выборной кампании. Там вообще ничего толком не видно, видны какие-то печати, но надо все это исследовать. И если есть, пусть они привезут к нам эти протоколы, и мы будем здесь рассматривать, а не так вот по фотографиям, как говорится, и сделать из этого умозаключение. Впрочем, многие не прошедшие партии далеки от того, чтобы считать выборы справедливыми. Был увеличен проходной порог с 5 до 7%, повысили избирательный залог до $70 тысяч. Победителями в итоге стали партии с большими финансовыми ресурсами. Впрочем, объем потраченных партийных средств в этот раз действительно впечатляет. Только по официальным данным было израсходовано свыше $11 миллионов. Один депутатский мандат, по разным данным, стоил от сотни тысяч до $1 миллиона. Неудивительно, что в списках парламента стало больше бизнесменов. Нынешний созыв уже прозвали самым олигархическим. Те кандидаты, которые вложили деньги во все высокие, конечно, они постараются эти деньги возвратить каким-то образом, косвенным, некосвенным, или защищая свой бизнес, или проталкивая какие-то законопроекты, или каким-то образом. Там очень много, там 1001 способ заработать за 5 лет, вернуть эти деньги себе без проблем. В Центре избиркоме заявили, что окончательные результаты будут оглашены не менее чем через 2 недели. Эксперты уже прогнозируют, каким будет коалиция и оппозиция в новом парламенте. Сейчас картина такова, что все хотят дружить с партией власти. Санкции на Россию не прекратятся. И, конечно, они будут касаться и нас, страну. Поэтому, если у нас будет неустойчивая правящая фракция, конечно, это будет сопровождаться сменой правительства. А если смена правительства, то никакой нормальной экономики ожидать не стоит. Я думаю, что здесь наиболее устойчивое, конечно, если будет 2 фракции. А 2 фракции, получается, это СДПК и Республика, это 66 голосов. Расклад может быть самый разный, ведь политику в Кыргызстане сложно предугадать. Пока же партии тайно принялись делить депутатские мандаты. Эксперты не исключают перетасовку партийных списков. Динара? Спасибо, Адилет. Власти Кыргызстана заявили, что считают стремительную исламизацию своей страны серьезной угрозой. По статистике, уже сейчас в республике мечети больше, чем школ. Об этом сообщил премьер-министр Тимир Сариев. О росте религиозности и ее местной специфике в репортаже Жибек Бегалиевой. Издревле кыргызы поджигают арчу. Это называется окуривание. Очищали пространство вокруг себя. Этот, как и множество других привычных кыргызам ритуалов, к исламу отношение имеет отдаленное. Свое начало они берут от зороастризма или чаще всего от тенгрианства, древней религии кыргызов. В Кыргызстане традиции тенгрианства, они, в принципе, остались очень сильно выраженными. Тенгрианство поклоняется небу и только работает с самим небом, омывается небом. Многие обычаи кыргызы до сих пор практикуют наравне с исламом и, как правило, умеренным. Однако импортный ислам диктует свою моду. И хиджабы, и фарды, и прочая арабская одежда давно считается частью мусульманской культуры. Башына чалма кийдирип, паранжа кийдирип, хиджаб кийген. Бул биздин салт эмес.
Народ Кыргызстана никогда в своей истории не носил чалму, дамбалы или хиджаб. Не нужно и сейчас. Наши предки носили совсем другие вещи. Это попытка изменить традиции, довести веру до религиозного фанатизма. Это центральная мечеть Бишкека. На пятничную молитву сюда приходят тысячи горожан. Храм давно не вмещает всех верующих, поэтому для них начали строить новое здание, рассчитанное на 20 тысяч человек. Мечетей в Кыргызстане, кстати, с этого года даже больше, чем школ. Впрочем, светскому образованию теперь все равно чаще предпочитают религиозное. И при этом вплоть до прошлого года определенной концепции по религиозной политике не было вообще. У нас, можно сказать, не идет такого тотального контроля над религиозными организациями. Представляется свобода вероисповедания. Сегодня мы видим, что негативные последствия показываются, стали влиять и на социально-общественную, социально-политическую ситуацию в стране. И необходимо принимать меры. Низкий уровень религиозного образования и серьезная активизация радикальных исламистов. Работать со всем этим должны как раз-таки в Госкомиссии по делам религии. В ведомстве с очень скромным бюджетом и штатом, всего из 25 человек. Дюбек Бегалиев, Азат Нутымаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. Далее в программе. С гибельным восторгом соцопросы россиян о войне в Сирии. С одной стороны, очень нравится, с другой боятся терактов и повторения афганской войны. Не надо, не разжигайте страсти и не относитесь к пятой колонне. Съесть за себя из-за того парня больше не получится. Щи и кашу российским солдатам отныне будут выдавать только по электронным отпечаткам пальцев. Сразу же отсюда же зачисляется на довольствие, проводится номер приказа, дата, паёк какой. И все записывается. Тема российских авиационных и ракетных ударов в Сирии по-прежнему в первых строчках мировых новостей. Наш корреспондент Шахида Якуб на границе Турции и Сирии в непосредственной близости от районов, где сейчас разворачиваются основные события. Находясь на турецкой стороне границы, очень тяжело себе представить, что всего в нескольких километрах отсюда, там Сирии, идут ожесточенные бои. Такое ощущение, что все воюют со всеми. Воюет ИГИЛ, воюет Джамат аль-Нусра, религиозная группировка, сирийская армия регулярная, и воюют сирийские оппозиционеры. По словам сирийских оппозиционеров, за последние несколько дней ИГИЛу удалось сделать достаточно серьезное продвижение в сторону городов Мара и Алеппо. На самом деле Россия не бомбит ИГИЛ. Они бомбят те районы, где расположены позиции свободной сирийской армии, чтобы дать возможность правительственным войскам продвигаться и контролировать больше территорий. Если бы они бомбили позиции ИГИЛа, то они бы делали это в районе города Мара, где ИГИЛу удалось значительно продвинуться. Сейчас ИГИЛ практически окружил Алеппо и режет головы. Русские воюют на стороне режима, убивают наших бойцов и гражданское население. Такое ощущение, что люди около Алеппо и Мары, они взяты в окружение. Что они теперь будут делать? Что им делать? Алеппо бомбят, на севере Алеппо ИГИЛ режет головы, а Россия бомбит непонятно что и где. Что делать людям в этой ситуации? Они ищут спасения, они бегут в Турцию. В то же время турецкие власти уже предупредили Европейский Союз, что в связи с обстрелами российской авиации количество беженцев из Сирии будет увеличиваться, и попросили дополнительного финансирования. Я должна напомнить, что в Турции уже находится около 2 миллионов сирийских беженцев, и турецкие власти просят больше помощи, чтобы помочь этим людям. В разговоре с нами те сирийские беженцы, которым удалось убежать, винят правительство Асада в том, что произошла война. За то, что случилось, несет ответственность режим. Изначально люди вышли протестовать мирно, они требовали свободы. Правительство начало стрелять, и все превратилось в войну. Шахида Якуб, для настоящего времени, город Килис. Около половины россиян опасаются, что участие России в сирийском конфликте может перерасти в новый Афганистан, свидетельствуют данные опроса Левада-центра. На фоне масштабной пропагандистской кампании в российских СМИ в поддержку сирийской войны и растиражированных видеокадров о мощи российского оружия, 39% респондентов считают такой сценарий вполне вероятным, и еще 7% уверены в том, что именно так и случится. В то же время 47% опрошенных считают, Россия должна поддержать сирийского президента Асада в его борьбе с террористами исламского государства и сирийской оппозицией. 72% россиян видят в исламском государстве угрозу, оправдывающую нанесение ударов по его позициям со стороны России. Наш корреспондент Вадим Кондаков поговорил на эту тему с москвичами. День добрый, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вы не боитесь, что участие России в сирийском конфликте может для нас новым Афганистаном стать? Нет, не боюсь. Наша боевая техника лучшая в мире, а мужики его
А мужики-то гибнуть будут, не боитесь? Не будет, никто гибнуть не будет. Почему? Никто. Это же война. Не надо, не разжигайте страсти и не относитесь к 5-й колонии. Нет, я поддерживаю все, что они там проводят. Мы оказываем солидарную помощь нашим... Нашим кому? Ну как? Ну, нашим как бы... Договор у нас да. это политика. Об оказании ей это помощи. Какой договор? С Сирией. Вы не боитесь, что участие России в сирийском конфликте для нас новым Афганистаном обернется? Не думаю. Я за Путина. Боимся. Очень боимся. И вообще войны боимся. А вы при этом не считаете, что надо поддерживать как-то вот официального президента сирийского Асада? Сирийского? Да. Я его вообще не знаю. Что его поддерживать-то? Мы как-то российского больше знаем. Сейчас тут происходит тоже эйфория по Путину. А реально, чем это все грозит стране, я не знаю. России, наверное, лучше бы заняться своими проблемами, чем зарубежными. То есть туда не залезать? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, а вы не опасаетесь, что участие России в сирийском конфликте для нас новым Афганистаном обернется? Российские военные эксперты и политологи менее оптимистичны в своих прогнозах относительно сирийской кампании. Я думаю, что это уже готовится. Весь вопрос, где и когда. И тут интересно, как это будет интерпретировано. Возьмет ли ответственность на себя немедленно исламское государство, или те люди, которые это сделают, они себя заявят его сторонниками, или будет какой-то еще вариант. К этим рискам Путин абсолютно готов, и более того, это будет играть в его пользу. Вы посмотрите, с кем мы воюем. Эти люди, которые взрывают на условно метро, там гибнут женщины и дети. В Москве открыли памятник Борису Немцову. Церемония состоялась на Троекуровском кладбище на могиле погибшего политика 9 октября, в день рождения Немцова, которому в этот день исполнилось бы 56 лет. В этот же день в швейцарском Базеле прошел концерт памяти, организованный Жанной Немцовой. Борис Немцов был убит 27 февраля этого года на Большом Москворецком мосту в Москве. Расследованием занимается Главное следственное управление Следственного комитета России. По делу проходят 5 подозреваемых. Адвокат, представляющий интересы Жанны Немцовой, считает, что в расследовании убийства Бориса Немцова пока нет видимых прорывов. Он был честен, он был безмерно свободен, неподкупен и абсолютно храбр. За это его, собственно, и ненавидели враги. На Урале командование проводит высокотехнологичный эксперимент над солдатами. Отныне, чтобы поесть в армейской столовой, солдатам и младшим офицерам придется проходить электронную дактилоскопию. Проще говоря, сдать отпечатки пальцев перед приемом пищи. Официально это делается в целях экономии и пресечения злоупотреблений при распределении солдатских пайков. С подробностями Екатерина Пономарева. К своей еде эти солдаты теперь буквально прикладывают руку. Кормят служивых только по отпечаткам пальцев. Сначала сканирование, котлеты потом. Все, приложил и все. Подожди, все, иди теперь. Терминалы тестируют в 89 воинских частях Центрального округа. Оборудование уже работает в 111 столовых. Первым делом составляют компьютерную базу солдатских рук. Бойцов просят оставить отпечатки нескольких пальцев, чтобы не лишали себя единственной возможности поесть. На всякий случай, говорят, могут отсканировать даже пальцы ног. То есть, видели сами, это меньше минуты заняло. Сразу же отсюда же зачисляется на довольствие, проводится номер приказа, дата, паёк какой. И все записывается. Сразу посылается на терминалы, и уже военнослужащий может проходить и получать питание. Военное начальство рапортует, новая система должна экономить бюджетные деньги. Солдат, во-первых, не сможет съесть за двоих или унести паёк для товарища. Во-вторых, часть не будет переплачивать за обеды отказников. Да и сотрудники столовой теперь не смогут унести домой еду, приготовленную на деньги Минобороны. Повар должен постоянно сверяться с компьютером. Считывается информация моего отпечатка пальца. То есть она уже внесена в базу данных. Если я знаю, что будет воскресенье, я не пойду на завтрак или обед. Я нажимаю, выбираю. И если загорается красный квадратик, то есть это значит, что меня не будет на завтраке. И нажимаю «Выйти». Ранее приходилось писать рапорта, делать выписки из приказов.
все это проводить приказом, то есть своевременно, например, с любого приема пищи военнослужащего будет тяжеловато снять, чтобы оформить это, как правильно, законным способом. Данная система позволяет это сделать гораздо быстрее, и своевременно снять с приема пищи любого военнослужащего. Почему нельзя было упростить бумажную систему отказа от еды? Вопрос без ответа. Да и что делать, если система даст сбой, например? Занимается разработкой и поставкой системы частная компания. К ноябрю она закончит подготовительные работы и запустит такие сканеры в воинских частях по всей стране. По подсчетам Министерства обороны на ноу-хау в армейском питании потратит 600 миллионов рублей. Сколько это в армейских пайках, никто даже не считал. Екатерина Пономарева для «Настоящего времени». О том, как сбываются мечты. В кыргызском селе неожиданно сбылась мечта мальчика-инвалида Нургазы. Много лет ему с трудом приходилось добираться до школы по разбитым дорогам. Но недавно ему волонтеры подарили квадроцикл. Причем человек, который дал деньги на подарок, решил не называть своего имени. Однако известно, что это девушка 26 лет. Наши коллеги из Кыргызской службы новостей «Радио Свобода» сделали об этом небольшой ролик, который уже набрал огромное количество просмотров в интернете за несколько часов. Мен телевизордон көрүп атам, 4 дөңгөлөктү ушу мага ылайык баспагандарга кол менен жибептим. Анан ошо кыянымда ошонун эң эркин өзүм жүрсөм дейм, меңимди аябай менин тоосуздан бери сүйлөйт дейм. Мен эң эркин досторумдай болсом дейм, классташторумдай, өзүм эң эркин мектепке жүрүп. Кандай деп элестетип атасың ошол квадроциклды? Өңүң кандай элестетип атасың? Өңүн билбейм. Көргүң келип атабы? Жүр анда көрөлү, жүр. Автомат өзүлө газ менен эле кете берет да. Сен айдабасаң жылап. Мектепке барып турасыңбы, кечикпей? Мектепке барып турам, кечикпей, такыр калбайм. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Всего доброго, до свидания.